Готовится к финальному забегу на дистанции 5000 метров чемпионата республики Саха-Якутия. Сегодня 12 июня, День России, праздник. И это замечательный день. Сегодня второй день соревнований чемпионата республики Саха-Якутия. Сейчас готовится под номером 335 Степанов Степан, представляющий Черепчинский улус. 301 номер Бурнашов Мирослав. 41 номер Исаков Василий. Так, 6 номер Степанов Дмитрий. 53 номер Копырин Николай. Так. Под номером 900 Драгунов Константин. 150 Артур Бурцев. И вот эти спортсмены сейчас спорят в звание чемпиона республики. На старт! Так, дан старт финальному забегу. Это второй забег. Первый забег уже пробежали. Бег повел Артур Бурцев, представляющий Усалданский улус. За ним пока на второй позиции Драгунов Константин. Драгунов Константин вчера он занял на 10 километров второе место. Со старта вырвался. Первый километр вчера он начал за 3 минуты на 6 секунд. И возможно это отразилось на конечном результате. Он потом сбавил, и Артур Бурцев выиграл вчера на дистанции 10 тысяч метров. Так, сейчас первый круг, если кто подскажет. Минута 16 где-то примерно первый круг пробежали спортсмены. Так, постепенно я перейду, наверное, надеюсь, немножко покажу. Все любители спорта обсуждают, тоже будет. Ширяев Константин, Гаврил Нафтонский. Вот все. Татьяна Юрьевна Жиркова, будет Надежда, тоже следят за ходом борьбы. Так, ну я постепенно перейду. Копырин Николай пока почему-то немножко отстает, но это возможно преждевременно. А Артур Бурцев уже ни на кого не смотрит, уже пошел по своему графику. На второй позиции Драгунов Константин, третьим пока бежит Бурнашов Мирослав. Напоминаю, первый круг пробежали где-то примерно минута 16. В будущем надо будет, наверное, обзавестись фотокамерой с длинным объективом, для того, чтобы было удобно снимать. Сейчас я снимаю на телефоне. Камера не так сильно приближает, но если даже приблизить, он искажается изображение, поэтому, наверное, не буду слишком так часто сильно приближать. Так, в прошлом году на спартакиаде Монтяры на 5000 метров выиграл Артур Бурцев. Второе место занял Елисеев Дилус, представляющий тогда Черепчинский улус.
Ныне он выступает за сборную команды Нюрбинского улуса. Очень интересная борьба была. Вроде Артур Бурцев начал убегать, но где-то ближе, ну, до конца дистанции, где-то на километр или чуть больше километра, Елисей Абдилус догнал его, но все же Артур Бурцев мастерством выиграл тогда. И в этом году очень надеемся, будет тоже интересная борьба, и много спортсменов, не только Елисей Абдилус, но и Копыры Николай и Драгунов Константин поборются за звание чемпиона 8 спортивных игр народа Республики Саха-Якутия. Драгунов Константин, он недавно в Владивостоке выиграл на дистанции 5000 метров с результатом 14 минут 51 секунду. Соты я не помню. Группу преследования возглавляет Степанов Дмитрий, российский представитель. Так, Драгунов Константин постепенно приближается. А Елисей Абдилус пропускает этот чемпионат. Настроен на то, чтобы в барагонцах полностью включиться в борьбу. Так, на предыдущих играх, седьмых спортивных играх, которые проходили в Амге 2019 года, 3 года назад, выиграл Артур Бурцев тогда. Второе место занял Маеда Александр, представляющий Алекминский улус. И третье место тогда молодой совсем Николай Копырин. Третье место тогда он занял. На четвертом месте идет представитель Чарапча, Степанов Степан. И пятым, шестым и седьмым идут. Пока на 4-й позиции бежит Степанов Степан, сам уроженец Верхневилийского улуса. Ныне выступает за команду Чарапчинского улуса. Представитель города Якутска Копырин Николай. И вот тоже Представитель Чарапчинского улуса. на 5-й позиции бежит Степанов Дмитрий, Чарапчинский улус. На 6-й Копыры Николай, город Якутск. Копыры Николай тоже очень здорово бегал и на дистанции 10 тысяч метров, и пятерку, и полумарафон бегал. Полумарафон, по-моему, даже среди молодежи до 23 лет выиграл первенство России. Михаил отстает от группы преследования. И на первенстве России среди юниоров, по-моему, он очень приличным результатом занял 2-е место. И тоже ожидаем от него в барагонцах хорошего бега. Алло. Дрова. За 8-е и 9-е Bu место идет тоже stadionga ustaydı bu. между представителями Горного района, Bu ki futbolni po'lachi района. tog'ri kudu kuruk babu tawlatir bu kamerla ustaydı. Kadındu? Bu kadar. Так, а тем временем Артур Бурцев пока с отрывом где-то примерно около 20 метров идет на 1-й позиции. Драгунов Константин на 2-й позиции. Бурнашов Мирослав отстает от Константина Драгунова где-то примерно метров на 70-80. Ага.
Hüle mitin ya? Andra. Hüle canja. Heba. Çamaktala ha. Ya. Внимание, Дьяконов Эдуард отстает от представителя горного Так. района Супрунова Нюргуна. У Артура такой размашистый, широкими шагами бег. Драгунов Константин, у него шаг немножко короче, Бурцевым и Константином Драгуновым уже 30 метров. но пока отрыв не очень сильно увеличивается. Константин пока, ну, можно сказать, контролирует. Возможно, к концу дистанции постарается приблизиться и, возможно, и догнать. Но его задача, конечно, состоит в этом. Так, а Бурнашов Мирослав уже немножко тоже отстает. Также лидирует представитель Усалданского УСА Артур. Так, немножко тоже повторюсь истории. В 96 году в Барагонцах тогда переименовались эти соревнования, сельские игры. Они стали первой спартакиадой народов Республики Саха-Якутия назывались. И тогда дистанции 5000 метров, 10 тысяч метров выиграл чероптинец Артур Феофанов. На втором месте Роман Колесов. И третье место на дистанции 10 тысяч метров занял Василий Кузьмин, представляющий Белюцкий улус. А вот на пятерке, по-моему, Бускаров Николай или, ну, боюсь ошибиться, возможно, я дам неправильную информацию, пока воздержусь. В 2000 году 10 тысяч метров выиграл Ильин Василий. Второе место занял Артур Феофанов, а вот третьего, что-то я не помню. А пятерку, по-моему, Монастырев Илья выиграл. Затем 2003 год они проводились в Хамдеге. Тогда дистанцию 10 тысяч метров выиграл в возрасте 46 лет Гаврил Нахтунский. Второе место занял Николай Бускаров, Верхневлийский улус. 2006 год, две дистанции стайерские выиграл Кузьма Татаринов. 2010 год, то же самое Кузьма Татаринов. 2014 год, Намсах, 10 тысяч метров. Он идет на третьей позиции, но за ним По-моему, Степанов Дмитрий десятку выиграл. догонка идет представитель А пятерку улуса. Кузьма Татаринов. Тоже отрыв сокращается. Так, затем 2019 год, я повторюсь, в Амге выиграл Артур Бурцев. Второе место на обеих стайерских дистанциях серебро завоевал Александр Маеда и Николай Копырин. Третье место, правда, по-моему, в одной дисциплине. Лидер остается два круга. Так, рекорд мира на этой дистанции равен сейчас Джошуа Чептегей из Уганды. Это сравнительно как бы одна из африканских стран, которая уже выигрывает Олимпийские игры, чемпионаты мира. Раньше об этом, но я особо и не слышал. Были моменты, когда они занимали призовые места, но в основном доминировали эфиопы, кенийцы. И рекорд Джошуа Чептегей, если я не ошибаюсь, 12 минут 35 секунд и 37 или 6 сотых. До этого рекорд принадлежал эфиопскому стайеру Кенениса Бекели. Бельгии тогда он с рекордом мира на коммерческих стартах выигрывал. В свое время Хайли Гебресиласи на дистанции 10 тысяч метров выиграл 2 олимпийских золота.
Это в Атланте 96 год и 2000 год между в лидером и Сиднее. Константином Драгуновым Афины 40 метров. пятерку выиграл Хишам Эль-Геруш, но он сам рекордсмен мира и олимпийский чемпион был на дистанции 1500 метров. И его рекорд я также сообщу, это 3 минуты 26 секунд и 00. Так, ну, Артур Бурсев уже оторвался солидно от Драгунова Константина. Бежит уже последний круг. Ну, уже выходит из виража на последнюю финишную прямую. Мирославу Бурнышеву тоже остается последний круг. Итак, Артур Бурсев в своей копилке еще прибавляет звание чемпиона республики Саха-Якутия на дистанции 5000 метров. Так, у нас представитель Усалданского улуса финишировал первым. Артур Бурсев. Так, и Драгунов Константин. Выходит Мегина Кангаласский улус представитель Драгунова. занимает второе место, как и вчера на десятке. Так, а третье на третьей позиции был Бурнашов Мирослав, представляющий Усалданский улус. На этой дисциплине в барагонцах у усалданской команды два таких лидера, которые могут побороться за медали. Это Артур Бурсев и Мирослав Бурнашов. Мирослав Бурнашов уже вышел на финишную прямую и заканчивает, становится бронзовым призером чемпионата Республики Саха-Якутия 2022 года. Поздравляем. И за ним с большим отрывом финиширует представитель Кураптинского улуса Степанов Степан. Так, и Степанов Степан приблизился, и немножко не хватило, можно сказать, ему, чтобы побороться за призовые места. О, а там Николай Копырин. И на пятой позиции у нас выходит представитель города Якутска Николай Копырин. Копырин и И финиширует шестым представитель Степанов Дмитрий. Дмитрий. На дистанции 10 тысяч метров также рекордсменом мира является Джошуа Чептегей. У него результат 26 минут 11. Боюсь соврать. Забыл цифры. Потом, когда вспомню, сообщу. Чептегей бил рекорды, один из рекордов бил он в Севилье, Испании осенью 2020 года, по-моему, или 2019 года. Сафронов Юргон. А один из рекордов, если не ошибаюсь, Сюрих, Швейцарии, на коммерческих стартах. Финиширует у нас И это было самое интересное, то что в то время это был ковидный период, много соревнований были запрещены. И в этот момент и даже спортсменам не давали тренироваться, выходить на места для скопления большого количества людей. Но тем не менее в этот период были установлены несколько рекордов мира, включая рекорд мира по часовому бегу по стадиону, по треку. Мо Фара, четырехкратный олимпийский чемпион Лондона 2012 года и Рио-де-Жанейро 2016 года на дистанциях 5000 метров и 10 тысяч метров. финишировал представитель Верхневилюйска Торосов Аян. Теросов Аял, Верхневилюйск, закончил дистанцию. Так, после завершения этой дисциплины побегут женщины на дистанции 3000 метров. Также будет бежать Сардана Трофимова,
Я думал, сегодня Наталья Леонтьева побежит дистанции 3000 метров, но, к сожалению, она решила пропустить этот старт. И все это будет в Барагонцах. В Барагонцах ожидаем, что Наталья Леонтьева и Сардана Трофимова побегут на дистанции 3000 метров. Но Сардана пятерку бежит 3,5, а Наталья Леонтьева побежит 3000 метров и 1500 метров. 1500 метров вчера Наталья Леонтьева выиграла заметным преимуществом. Второе место Пелагея Григорьева. Ну и Пелагея Григорьева тоже настроена на то, чтобы в Барагонцах дать бой. И мы ожидаем, в Барагонцах будет очень все самые лучшие, все самые моменты покажут. Там уже будет бегать на результат. Так, пока отключаюсь, посниму женщин.